В советское время в бывшем совхозе Аяйра в селе Кохора росли различные сорта цитрусовых, которые славились отборными и вкусными мандаринами и апельсинами. Однако спустя годы территория практически превратилась в лес. В 2022 году предприниматель София Бигвава начала возрождать на этой земле цитрусовую культуру, взяв в аренду у государства сроком на 25 лет 300 гектаров. Сегодня здесь высажено до 10 тысяч корней цитрусовых. К тому же, по словам предпринимателя, саженцы, которые планируется высадить в следующем году, не будут где-то закупаться. Их возьмут уже с собственного сада. Мы сами их выращиваем, и в будущем можно сделать такой парник, и здесь можно будет приобрести даже кому-то, кто захочет, лучший качественный мандарин, саженцы. Да, питомник. Вот 10 тысяч корней мы там высадили, они сейчас вот такие маленькие. 10 тысяч корней? Да, трифулята, на который потом насаживается уже. А когда вы их посадили? Мы в апреле посадили этого года. Потому что мы закупили у местных жителей саженцы, уже двухлетники, вот, и посадили сейчас несколько видов мандарин и лимонов. На 300 гектарах посадят мандарины, апельсины и лимоны. Уже высажены карликовые мандарины. Ждут своей очереди апельсины, для которых сейчас подготавливается почва. С одного дерева карликового мандарина можно получить до 10 килограммов урожая, отметила София Бигвава. Планируется посадить и фихуа. Далее президент направился в бывший совхоз Кохора, который также в советское время славился своими культурами. С 2019 года Илана Джопова выращивает здесь голубику. Выращивание данной культуры – это кропотливый труд, и он дал свои результаты. Сегодня кохорская голубика реализуется не только на абхазском рынке, но и успешно на российском. В зависимости от сорта цены на голубику разные – от 350 до 700 рублей за килограмм. Если себестоимость закладывать, на сколько лет вы так это? Себестоимость вместе со сбором, с уходом, он обходится в 370 рублей один корень. 1 килограмм? Один. Я как один корень считаю, Ярослав Георгиевич. Один Я корень. считаю А сколько его корень уход. дает килограммов? Ну, в этом году некоторые 3. 2 килограмма дали, Ну, если некоторые даже 3 2, дали, кто-то 300, 180 рублей на 1 килограмм. Да, себестоимость. Хозяйство освобождено от экспортных пошлин и от НДС. Платится только налог с заработной платы и аренда земли. Урожай голубики в прошлом году составил 7 тонн, в этом году 14. По словам Иланы Джопова, планировали вырастить до 35 тонн ягод, но помешали погодные условия. Во время сбора голубики на плантации в день работают до 160 человек, все местные жители. Сбор голубики начинается в мае и продолжается до середины июля. В бюджет Кварчалского района за первое полугодие поступило 106,4 миллионов рублей. Собственные доходы составили 16,9 миллионов рублей. Остальные средства – это дотации из республиканского бюджета. Расходы за отчетный период составили 107,6 миллионов рублей. Из них 87 миллионов рублей на выплату заработной платы. План поступления налоговых платежей в Ткварчалском районе выполнен на 111%. В первом полугодии в районе было проведено немало мероприятий в различных сферах. В частности, велись работы по реконструкции Ткварчалского районного рынка. В настоящее время возникла необходимость в дополнительных видах работы. После их финансирования работа будет продолжена. Проведена реконструкция центрального городского парка, оборудована детская площадка и установлены теннисные столы. Сметная стоимость этих мероприятий – 15 миллионов рублей. Меняют тротуарную плитку и по улице Шавгенова. Сметная стоимость этих работ – 2 миллиона 600 тысяч рублей. Завершены работы по замене кровли жилого многоквартирного дома по улице Горького. Установлена детская площадка по улице Очемчирская. На ликвидацию последствий стихийных бедствий израсходовано порядка 300 тысяч рублей. В первом полугодии была оказана материальная помощь по заявлениям 30 гражданам на сумму 465 тысяч рублей. Недавно Ткварчалский район был внесен в список туристических маршрутов Абхазии. Район с каждым годом набирает все большую популярность среди туристов. Силами местных предпринимателей открываются новые объекты, способствующие повышению уровня обслуживания гостей. Ремонт автодороги к поселку Акармара значительно увеличит поток туристов в Ткварчалский район, подчеркнул Исидор Дочья.
Сметная стоимость ремонта дороги составила 140 миллионов рублей. Подготовка к ремонту автодороги уже началась. Одной из основных проблем остается нехватка рабочих мест. Решение данной проблемы связано с Кварчалским угольным месторождением, подчеркнул глава района. В настоящее время ведутся проектно-изыскательные работы с российско-турецкими партнерами. Скоро команда инженеров и геологов из Российской Федерации начнет буровые работы. К концу августа будет доставлено оборудование во все угольные терминалы. Данный проект предполагает открыть около 1000 рабочих мест. А также надеемся, что строительство апартаментов в Республике Абхазия не обойдет и наш город, что будет способствовать увеличению населения. Мы, в свою очередь, целиком и полностью поддерживаем данный проект. При администрации Ткачевского района создана комиссия для подготовки проекта развития Ткачевского района в перспективе до 10 лет, где будут отражены вопросы по созданию рабочих мест, открыть новых предприятий, развитие отдельных отраслей, экономики, увеличение количества населения и так далее. До конца текущего года проект будет завершен и представлен на ознакомление президента Республики Абхазия. В первом полугодии в Ткварчалском районе сумма начислений за потребленную электроэнергию составила более 82 миллионов рублей. Из них выплачено всего 8,5 миллионов. 300 с хвостиком физических лиц и небольшая часть льготников. Процент оплаты за потребленную электроэнергию составляет 7,9%. В 2012 году было 3412 потребителей физических лиц. Процент оплаты был лучший в республике, в стране. 68,3%. Вот над этими 4 цифрами надо поработать. Это был лучший показатель в Абхазии. Такие же были показатели потом 2013 года. Сегодняшняя ситуация, к сожалению, Аслан Георгиевич, такая. Из нее мы выйти можем только совместными усилиями. Подводя итоги совещания, президент отметил, что необходимо во всех сферах проводить грамотную работу, и только тогда будет результат. Я просто хочу еще раз напомнить, мы независимое государство, которому помогает Российская Федерация. Но помощь Российской Федерации не может быть безграничной, она носит ограниченный характер. Наши же потребности значительно больше, чем та помощь, которую нам могут сегодня оказать. Мы сами должны научиться работать. Мы сами должны научиться создавать предприятия. Поэтому мы сегодня находимся на таком этапе, знаете, не цивилизованный, а цивилизационный подход. Если мы научимся работать грамотно с применением современных форм хозяйствования, тогда у нас будет прорыв. Работа на всех уровнях в городе, она значительно лучше, чем то, что было до 2020 года. И об этом говорят цифры. Но этого очень мало. Должно быть больше. И это и ваша, и наша совместная задача. За 6 месяцев в Кварчалском районе зарегистрировано одно преступление, и оно раскрыто. Также зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором 2 человека получили легкие телесные повреждения. Гугуца Вардания, Рамо Камкия, Абхазское телевидение.